Для чего некоторые международные организации, почему я говорю некоторые, я не хочу сейчас всех обобщать и в один котел скидывать, ни в коем случае я не имею такого права и говорить так, но это главный мост. Это главный мост, как говорится, через который все это может делаться. Понимаете, откуда узнает гражданин Хаджимба, который живет в Варчах, что и есть такая программа, что нужно туда поехать. Скорее всего, с ним проводилась определенная работа. Что, скорее всего, туда его вовлекли каким-то образом, понимаете? Да, к сожалению, не подтвердить, не отвергнуть не когда можем. определенная программа у нас разрабатывается, социальные опросы ведутся и многое другое. Для чего проводится социальный опрос? Для того, чтобы общее мнение населения выявить. Также для того, чтобы уже дальше выстраивать линию поведения в отношении наших граждан. И многое другое. Это системный подход. Но мы же, к сожалению, к большому, великому сожалению, мы ведемся на эти вещи. Я понимаю, что осталась такая категория людей, которым нужна помощь. Но в то же время эта помощь должна, наверное, оказаться централизована с других направлений. Мы должны изучить эти все организации. И вредоносные из них, наверное, мы должны исключить с территории Республики Абхазия. Оставить именно те, которые будут нам полезны. У нас, чтобы вы понимали, по линии здравоохранения очень большая помощь идет от этих международных организаций. Мы ни в коем случае не можем тоже от нее отказываться. И мы, наоборот, благодарны многим о том, что это все делается. Но обратно же мы знаем, с кем и через кого мы работаем. Мы исключаем полностью всевозможные, как говорится, чтобы вы понимали, множество было обращений отдельных граждан, которые пытались в период ковида помочь якобы нашему Минздраву. Пытались через Грузию завести сюда товары различного, как говорится, медицинского назначения. И мы понимали, когда изучали, откуда это идет. Это в том числе правительство в изгнании, так скажем, автономной республики Абхазия в Грузии, так скажем. Да, вот они там пытались завозить, другие пытались, когда, но от них мы помощи не принимаем. Девушка тоже вот рассказывала тоже о том, что она приехала в Грузию на неопределенный срок, были кое-какие проблемы, и ее попросили, вот как мы тебе помогли, давай запишем ролик. Они ее попросили, на что она им отказала. Она сказала, что я такой ролик записывать не буду. Далее начались грубости, словесные перепалки. В общем, она оттуда уехала. Наши граждане, многие достойнейшим образом себя ведут и на такие вещи, чтобы вы понимали, такой как Буава и те, которые ему подобные, которые сегодня пытаются там вот показать, что в Грузии все хорошо, и молодежь, езжайте сюда, и мы должны быть миру мир, и мы живем замечательно, так могут и каждого привлечь, если мы так к этому шли бы, но наши сознательные граждане такие вещи не ведутся. Я, чтобы вы понимали, в том числе, если вопрос о гражданстве идет, многие отказывались, в категорической форме отказывались, и такие факты мы знаем. И приходили и рассказывали, как это было. А многие, которые это делали, чтобы вы понимали, они не приходили, не рассказывали, и многие не рассказывают. И наотрез говорят о том, что этого нет. Ну, слушайте, у меня есть официальные сведения, что они являются гражданами Грузии. Все, у нас судебные тяжбы по этим вопросам идут. Удивительно, у нас Они претензии к гальцам, а тут совсем под боком получается, Конечно, что некоторые наши люди тоже с грузинским гражданством имеются такие, и чтобы вы понимали, даже не с такой целью. Даже были факты, когда люди с целью выезда в Европу и в другие, как говорится, так скажем, регионы приобретали гражданство Грузии. Такие тоже моменты имеются. Наверное, все, кто будут сегодня смотреть этот эфир, они многие за себя, наверное, могут... Себя узнают. Да, себя узнают. О да. себе услышат, да.